В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». С вами Елена Лола. Здравствуйте. Борьба с наркоманией вновь на повестке дня. Депутаты парламента предлагают ужесточить наказания за распространение наркотиков, увеличить сроки и штрафы. Заседание парламентской комиссии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ прошло с участием представителей силовых структур республики и судебных органов. Из-за плохих условий содержания сроки наказания сокращаются в 2, а то и в 3 раза, отмечали депутаты. Недопустимо, чтобы наркоторговцы выходили на свободу раньше положенного срока или им меняли меру пресечения по болезням. Необходимо ввести в Уголовный кодекс статьи и увеличить сроки лишения свободы с 12 до 25 лет, а то и пожизненно. Парламентарии также считают, что не только ужесточение законов может привести к снижению числа преступлений, но и неотвратимость наказания. Встал вопрос об ответственности лиц, выносящих решения по таким делам, тех, кто выдает наркоторговцам документы о болезни. Поднимая данную категорию дел, которые я назвал, да, видно о том, что лица оказываются каким-то образом на свободе. Вот. Когда начинаешь смотреть, поднимать подноготную, получается, что кто-то болел, какие-то вопросы были к нему, какие-то справки предоставлялись родственниками, там, защитниками его. Данные категории дел в ходе рассматривались в судах. Суды выносят такое постановление, такое решение – освободить данного гражданина до выздоровления. Такой процедуры ни в одной стране мира нет. Освободить гражданина, который осужден за совершение особо тяжкого преступления и находится в местах лишения свободы, у него срок 15, 16, 17, 19 лет и так далее, его освобождают до выздоровления. В Улрипском районе заработала государственная экспортная компания «Абхазпродэкспорт», созданная этим летом. К концу недели первая партия цитрусовых поступит на российские прилавки. В сутки компания может переработать порядка 100-120 тонн продукции. Закупочная цена на мандарины в зависимости от товарного вида колеблется от 22 до 35 рублей за килограмм. Мы заключаем договора с хозяйствами, с ЛПХ, это личное подсобное хозяйство, с большими совхозами. Все это выглядит следующим образом. То есть, когда мы принимаем товар по качеству, мы принимаем его в тоннах, в килограммах. После того, как мы пропускаем через линию, упаковываем, фасуем, после этого гражданин, либо компания, которая с нами работает, получает 20% в виде предоплаты от средней абхазской цены здесь на месте. И на все остальное у нас есть максимум 2 недели. До прохождения нашего груза до Москвы, полной реализации и полного расчета. Президент Абхазии Рауль Хаджимба побывал на объекте и понаблюдал, как работает предприятие. «Абхазпродэкспорт» позволит избежать толчей на границе при вывозе цитрусовых, подчеркнул он. Я надеюсь на то, что первые шаги дадут положительный результат. И связано это с той темой, о которой мы говорили. Организации оформления грузов непосредственно здесь, на этой территории, чтобы не было всей толчии, которая образовывается на границе, с разгрузкой, погрузкой, лишними нервотрепками, которые возникают на этой стадии вывоза наших грузов. Поэтому я думаю, что первые начинания, которые сейчас вы видите, дадут положительный результат для людей, для государства и положительно скажется в целом на всю составляющую нашего бюджета. О приватизации объектов госсобственности шла речь на пресс-конференции Варсмира. Депутат Астамур Логуа считает, что нужно пересмотреть ставки и коэффициенты, по которым производится оценка объектов, и приостановить приватизацию до тех пор, пока граждане не смогут платить за объект рыночную стоимость. Также, по мнению парламентария, оценкой государственного имущества должны заниматься не частные компании, а государственные структуры. Астамур Логуа считает, что в закон о приватизации необходимо внести поправки, которые обяжут владельцев выполнять условия договора. В противном случае государство будет вправе провести национализацию объекта. Я купил его за 5 рублей, но я обязался за 3 года вложить 25 рублей. Я это не исполнил.
Государство говорит, это мы применяем здесь национализацию в виде реквизиции. Ты заплатил 5 рублей, но мы потеряли на налогах, на прибыли и так далее 1,5 рубля. Вот 3,5 рублей мы тебе выплачиваем, и это возвращается в лоно государства. Нам нужно принять вот такую поправку в виде главы в закон о приватизации. И я лично готов это инициировать. Есть коллеги, кто нас поддерживает, и я убежден, что в ближайшее время такая глава в законе появится. Большой успех абхазской дипломатии. Дипломатическое представительство Абхазии зарегистрировано в Италии. Заместитель министра иностранных дел Абхазии Кантания на пресс-конференции рассказал об итогах рабочей поездки в Италию. Он сообщил, что представительство будет защищать права граждан Абхазии, проживающих на территории Евросоюза, а также развивать взаимоотношения между абхазским и итальянским народами, продвигать позитивный имидж Абхазии, язык, культуру и традиции. Напомню, в 2016 году в Италии были открыты Ассоциация Европа-Абхазия, Абхазский культурный институт в Риме и представительство Абхазской торгово-промышленной палаты. Кантания рассказал, какие еще вопросы представительство будет решать. Мы все понимаем, что у нас не так уже много граждан живет на территории Евросоюза, но тем не менее, те, которые проживают там, у многих из них двойное гражданство, да, но тем не менее они наши граждане тоже. У нас должна быть возможность так или иначе проводить там и юридические консультации в случае необходимости. Не дай бог кто-то попадет в какой-то там казус неблагоприятный, мы должны иметь возможность хоть как-то им помогать на местах, не отсюда, а вот на местах. Поэтому, да, классических дипломатических функций у представительства не будет в силу того, что между Италией и Абхазией нет дипотношений, Италия нас пока еще не признала. Но, на наш взгляд, дипломатическое представительство, оно будет способствовать тому, что о нас будут все больше узнавать, Абхазия уже будет на слуху. Так или иначе, мы стараемся формировать позитивный имидж Абхазии. Мы будем организовывать социокультурные какие-то мероприятия, это и выставки. Мы будем участвовать в международных выставках, фестивалях. А также будем, скорее всего, одной из наших еще идей является презентация разных книг, да, абхазских авторов там, в Италии. Пожар в супермаркете «Сухум», одном из самых крупных торговых объектов города, вновь возвращает нас к теме несоблюдения норм пожарной безопасности. Вспоминается крупный пожар на Сухумском рынке в 2011 году, возгорание склада боеприпасов в селе Приморское Гудаутского района в августе этого года. В ночь со среды на четверг в селе Моква полностью сгорел дом. Многодетная семья осталась без крыши над головой, а впереди зима. Государственный пожарный надзор проводит оперативные проверки противопожарного состояния объектов курорта и туризма, школ и детских садов, объектов торговли и сталкивается с нарушением при эксплуатации различных электроустановок. У Ирины Ашба сюжет на эту тему. Пришла зима, а с ней и холода. Несмотря на то, что каждый год энергетики и сотрудники МЧС просят граждан республики соблюдать пожарную безопасность, с начала зимнего периода в стране уже произошло несколько пожаров. В начале недели на втором этаже супермаркета «Сухум» сгорел детский игровой зал «Джунгли». По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. Нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов приводит к пожарам и в частных домах. Так, за последние дни в Ачимчирском районе сгорели 2 дома. Пострадали 2 семьи в селах Гуада и Мук. Многодетная семья Кариглы осталась без крыши над головой. Это где-то к обеду, наверное. Не помню, она пошла как раз, она дрова положила и ушла. Я там сзади был. Я когда почувствовал в комнате, я думал, что это дети еще. Я думаю, сейчас пойду поругаю. Когда открыл дверь, уже все, варианта не было. Потом сзади я побежал, стекло поломал. Хотел перепрыгнуть, стекло открывает, там тоже уже все время. Дети где были в это время? Дети хорошо ушли, они туда. А она пошла давление проверять супругу. Сколько у вас вообще детей? 4, и внуки 4.
Непростая ситуация в плане пожарной безопасности на центральном Сухумском рынке. В прошлом году здесь в результате замыкания электропроводки произошел пожар. Сгорели 7 объектов, магазины и склады. Сотрудники МЧС регулярно инспектируют такие объекты. Старая электропроводка, отсутствие первичных средств пожаротушения, нарушение правил эксплуатации электрооборудования и электроприборов в списке частых нарушений. Наличие запасных резервуаров с водой при ликвидации пожара имеет особое значение, ведь доставка воды занимает время, а лишняя минута – это чья-то спасенная жизнь. Благодаря такому резервуару с водой возле супермаркета «Сухум» пожарным удалось быстро локализовать пожар и не допустить его распространения. По результатам проверки в случае несоответствия объекта правилам пожарной безопасности сотрудниками МЧС выписывается предписание с указанием нарушений и сроков их устранения. Максимальный срок составляет 3 месяца. Если за этот период нарушения не устранены, то выносится постановление о взыскании штрафа. Строительство любого объекта должно начинаться с согласования вопросов безопасности с пожарными и электриками. При проведении ремонта также необходимо учитывать эти правила. Хотелось бы, чтобы граждане консультировались с МЧС о нормах и правилах пожарной безопасности для любого здания или сооружения, что им в дальнейшем облегчит приемку того или иного здания. В плане соответствия объекта всем нормам пожарной безопасности состояние электропроводки имеет важное значение, но есть еще несколько правил, которые необходимо соблюдать. Эвакуационные пути в общественных местах, чтобы были не один, а хотя бы 2, это как минимум, а то и 3, и 4, в зависимости от объекта, от конструкции объекта. Дальше электропроводка, чтобы соответствовала правилам эксплуатации электроустановок, электрооборудования, электропроводки. Дальше первичные средства, чтобы присутствовали, то есть это огнетушители, если это гостиницы и так далее. На заправках там песок, чтобы был, пожарные щиты, чтобы присутствовали. То есть все эти пункты, они предпринимателям, частным лицам, там, юридическим лицам, всем предписание вручается. В этих предписаниях все эти пункты оглашаются. Гостиница «Гора царя Баграта» – одна из примеров соблюдения норм пожарной безопасности. Во дворе расположен большой бассейн, который при пожаре может быть использован в качестве резервуара с водой. В каждом номере гостиницы установлены датчики дыма. В случае возникновения задымления сразу же звучит сигнал тревоги. В гостинице «Царя Баграта» мы лично с сотрудниками МЧС убедились, как работает пожарная сигнализация. Пожарная тревога. Всем сотрудникам и посетителям срочно покинуть здание. На всех объектах, возводимых в последние годы в Абхазии, правила пожарной безопасности соблюдаются, говорят сотрудники МЧС. Мы побывали в Сухумской 4-й средней школе и убедились в этом. Те школы, которые восстановлены в рамках инвестпрограммы, они находятся в хорошем, в удовлетворительном состоянии касаемо пожарной безопасности. Раз в год инспектора пожарной охраны приходят, проводят занятия с младшими классами, старшими классами отдельно, как себя вести при возникновении пожара. Эвакуационные выходы здесь достаточны, как вы видели. Внутренний водопровод, первичные средства, пожарная сигнализация. Понятно, что установка необходимого оборудования – это дополнительные расходы, но порой за желание сэкономить приходится платить слишком дорогую цену. В результате пожара можно потерять не только все нажитое имущество, но и самое ценное – человеческую жизнь. Ирина Аршба, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Уважаемые телезрители, у нас в гостях первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Тигран Делибалтян, который расскажет нам о том, как ведомство контролирует соблюдение правил пожарной безопасности. Здравствуйте, Тигран Андроникович. Причина, по которой мы вас позвали, не совсем радостная. В начале этой недели в Сухом маркете случился большой пожар. В середине недели сгорели 2 жилых дома в Очимчирском районе, семьи остались без крыши над головой, и мы хотели бы поговорить о причинах участившихся пожаров. Если говорить о причинах, то, конечно же, по статистике в зимний период увеличиваются пожары в строениях, как в государственных, в частном секторе или же в коммерческих структурах. Это связано с тем, что в отопительный сезон, когда похолодание наступает, есть необходимость в осуществлении отопления помещений,
то используется большое количество нагревательных приборов, которые, нагрузка большая на электросеть получается. И поэтому некоторые сети не выдерживают этой нагрузки и происходят разного рода электротехнические причины, в результате которых происходят эти вот загорания. Если говорить о частном секторе, то в зимний сезон, осенне-зимний отопительный сезон, используются дровяные печи тоже в том числе. Нарушение в использовании этих печей или же нарушение эксплуатации дымоходов, или же неправильное устройство дымоходов приводят к вот таким вот причинам, и в результате которых происходят пожары. Вот если обратиться к статистике, то каковы цифры за этот год? Если сравнить с 2016 годом, если взять период 10 месяцев, то в этом году произошло 961 пожаров, а в прошлом году 816, то есть плюс 145, да, увеличение. Увеличение произошло в основном в летний период, существенно много было загораний мусора, кустов, кустарников, сухой травы, полей. Скажите, возвращаясь к сухому маркету, по предварительной версии причина пожара какова установлена? Если говорить о предварительной версии, я знаю, что пока расследование идет. В данный момент идет расследование, создана следственная группа. С нашей стороны мы первичный материал собрали, и передали в правоохранительные органы. Стопроцентно говорить о причине пожара мы пока не можем. Очаг, место возникновения пожара, оно предварительно установлено. Сейчас происходит состыковка всей вот этой информации, а потом попозже будет уже конкретно объявлена причина пожара. Я знаю, что служба МЧС не инспектирует жилые дома, да? На что нужно обратить внимание владельцам жилья в первую очередь? Да, в частный сектор, конечно, мы не имеем права осматривать и предлагать свои рекомендации, но у нас это в практике практикуется. Мы разработали специальные памятки на соблюдение правил пожарной безопасности, и наши региональные подразделения, они выборочно осуществляют обход частного сектора и вручают вот эти вот памятки. А если говорить, на что нужно обращать особое внимание, то это соблюдение правил для частного сектора заключается в том, чтобы при разжигании костров, соблюдать меры предосторожности, при использовании электронагревательных приборов, то есть не оставлять их без присмотра, выбирать соответствующую электрическую защиту, чтобы в случае возникновения коротких замыканий сеть была бы обесточена. Перед отопительным сезоном предварительно очищать дымоходы, устанавливать печи на определенных расстояниях от горючих материалов или конструкции зданий. У огнеборцев какие есть технические возможности для локализации пожара буквально в короткие сроки? Пожар легче предупредить, чем его потушить, но это зависит от того, насколько быстро информация поступит к пожарным. А если говорить, какие средства и возможности, то я могу сказать, что по республике каждые сутки заступает на дежурство около 100 сотрудников и 25 единиц боевой техники. В каждом районе есть у нас подразделения, которые реагируют на вот эти вот происшествия. С момента поступления вызова до приезда пожарных сколько времени максимум уходит? Это зависит от расстояния. Это зависит от расстояния, от места расположения пожарных частей и, соответственно, места происшествия. Если брать то, что
тяжелая техника, как бы это не легковые такие автомобили, то передвижение, ну, километр до минуты. Какие возможности у пожарной службы доехать в села, да, и помочь людям потушить пожар? Возможности они есть, но учитывая отдаленность сел, конечно, мы теряем время на дорогу. Это отражается на уже оперативном реагировании, это отражается на качестве тушения, потому что за это время, пока мы прибываем на место вызова, пожар уже, значит, охватывает большие площади. И немаловажная проблема – это наличие водоемов в этих селах. Зачастую отсутствуют водоемы и приходится осуществлять тушение пожара путем подвоза с дальних расстояний воды. Как бы на языках людей пожарные приехали без воды, да? Я вот просто хочу призвать людей или какие-то общественные организации, или я не знаю, кто хочет, кто имеет желание, пускай вот в любое время суток зайдет в подразделение пожарное и посмотрит, есть ли вода в пожарных машинах. Потому что этого не может быть, потому что в боевой расчет заступает техника, которая на приеме сдачи дежурств осуществляется его осмотр. Но как может в боевом расчете находиться автомобиль, который без воды? Да? Это, скорее всего, происходит в умах людей, как бы такая ассоциация. Вот представьте себе, значит, самая большая емкость, автомобиль пожарный с самой большой емкостью у нас есть 7,5 тонн воды. То есть бак, цистерна с емкостью 7,5 тонн. Производительность насоса пожарного при полной мощности это 40 литров в секунду. Вот посчитайте просто, на сколько времени хватит вот эта вода, которая находится в баке. На сколько времени тушение. Хватает? Сейчас, конечно, на все стволы, как бы, если не рассчитывать, если один ствол использовать хотя бы минут 5 до 10. Понимаете? И поэтому нам через 5-10 минут надо еще воду. А вот для того, чтобы потушить такой крупный объект, как Сухум-Маркет пожар, да, там сколько машин понадобилось? И там тоже, кстати, шел разговор о том, что приехали без воды. Вот да, вы я сейчас сам говорите. лично это слышал, но это неправда. Без воды никто никуда не выезжает. Просто вообще в мировой практике, да, вот о тех автомобилях, о которых мы с вами говорим, это автомобили первой помощи. Понимаете, они это называется основные автомобили, они предназначены для доставки к месту пожара. Это личного состава, это пожарно-технического вооружения и огнетушащих веществ. Но вообще мировая практика, есть такие автомобили, которые воды вообще не имеют. То есть в определенном населенном пункте должны быть гидранты. И в них должна быть вода, понимаете? И автомобиль, который, специальный автомобиль, он приезжает и становится на гидрант и подает воду, понимаете? Когда вы осматриваете, инспектируете школы, детские сады, на что вы в первую очередь обращаете внимание? На всех ли этих объектах соблюдаются необходимые нормы, элементарные нормы безопасности? Везде ли есть план эвакуации? При проведении пожарно-технических обследований, в том числе и школ, и вообще общественных зданий и сооружений. Конечно, в первую очередь, акцентируется на то, что на обеспечение безопасности людей. Да вообще в пожарной охране девиз это есть безопасность и спасение жизни людей. И поэтому первое, то, что необходимо выполнить, это обеспечить беспрепятственную эвакуацию людей со зданий и из помещений. Поэтому эвакуационные выходы, проходы должны быть обеспечены, должны быть свободными.
без всяких ограничений, выходы не должны быть закрыты наглухо. А далее уже остальные темы, это электрохозяйство, это сигнализация оповещения. Вот сигнализация оповещения, она выведена на пульты МЧС? Вообще как работает эта система? Значит, централизованного пульта нету у нас на данный момент. Но, значит, где есть смонтированная сигнализация пожарная, она выведена на охрану ведомственную, свою ведомственную охрану. Ну, не знаю, у некоторых есть СМС-оповещение или же звуковой сигнал. Возвращаясь к школам, детским садам, в целом по республике, какая ситуация с пожарной безопасностью? Как бы вы оценили? Вообще по всем объектам, честно говоря, одинаковая ситуация, в том числе и школы, и детские сады. По возможности руководители выполняют предъявляемые требования, которые указываются в вручаемых предписаниях. Но, конечно, есть моменты, которые по тем или иным причинам, материальным, может, каким-то, невозможно выполнить, поэтому остаются невыполненными. Вот вы говорили о предписаниях. Если хозяин объекта или владелец объекта не выполняет предписания, ему предъявляется штраф. Скажите об этих штрафных санкциях, насколько они серьезные, да, чтобы повлиять на нарушителя? Было, значит, за нарушение или невыполнение правил пожарной безопасности, значит, Кодексом об административных правонарушениях, статьей 177, предусмотрено, значит, наложение взыскания на граждан до 5 минимальных размеров оплаты труда, на должностных лиц до 10. В цифрах скажите, это какая сумма? Это до 300 рублей и до 600 рублей. Но уже вот на заседании парламента были приняты поправки в этой статье, и теперь уже подняли штрафы, если говорить в цифрах, до 6 тысяч и до 12 тысяч. Соответственно, это на граждан до 100 МРОТ, а на должностных лиц до 200 минимальных размеров оплаты труда. То есть эти поправки уже вступили в силу? Да. Бывали ли случаи, когда вы штрафы взимали с нарушителей? Штрафы, которые, значит, накладываются, они практически, сейчас 100% не скажу, но большой процент, который исполняется. Да. Вот эти суммы 6 тысяч, 12 тысяч, это достаточно для того, чтобы нарушитель выполнил ваши предписания, или же нужно еще повышать эти штрафы? Честно говоря, с учетом того, что было, конечно, это уже цифры ощутимые. Но вы действуете через судебных исполнителей или как? Мы накладываем штрафы сами напрямую при неисполнении, значит, требований протокола, тогда мы направляем уже для изъятия в судебным исполнителям. Вы говорили о том, что очень важно при тушении пожара, чтобы все проходы и доступ был открыт. Я хотела бы вернуться к Сухумскому рынку. Вот в 2011 году, помнится, там случился большой пожар, и МЧСовцы сетовали на то, что очень сложно пробиться к очагу возгорания, не потому что технических возможностей не было, а потому что рынок настолько застроен, что вам буквально пришлось пробираться через эти застройки. Скажите, какая сейчас ситуация на рынке? Ситуация на рынке осталась такой, какой она была. Но сейчас руководством рынка и руководством города они создали рабочую комиссию, насколько я знаю, по реконструкции вообще объектов самого рынка. Перепланировка, приведение в соответствие, я не знаю, пожарных норм или санитарных норм. Мы свое предложение тоже в данное, значит, для данной комиссии внесли. Значит, наши предложения касались вот этим проездом, который вы огласили, и пожарным гидрантом.
чтобы расположить вокруг рынка необходимое количество пожарных гидрантов. Очень много объектов, которые строятся сейчас в Абхазии. Без заключения МЧС эти объекты не сдаются. Да? Вот скажите, по строящимся объектам какая ситуация и по объектам, которые сдаются в эксплуатацию? Если это государственный объект, то создается комиссия по приемке. И наш представитель, в каком бы регионе республики ни находился, представители наши, они являются членами этой комиссии и участвуют в приемке. Это обязательно. А всего остального, частные или же там коммерческие какие-то объекты, конечно, не везде мы участвуем в приемках объектов. А почему, с чем это связано? Может быть, недостаточно законодательства тоже. Те нормативно, правовые или же технические документы, которые сегодня есть, они немножко отстали. И мы, конечно, с инициативой выходим. На это время нужно. Близится Новый год, и наши граждане любят использовать разную пиротехнику. И бывает, случаются пожары. Скажите, вот в этом направлении какую-то работу вы проводите сейчас? Да, конечно. Потому что продукция бывает и некачественная, и опять-таки у нас не регламентировано законодательство, чтобы мы имели право, допустим, прийти там, проверить, изъять тех, кто реализует эту продукцию. У нас есть такое понятие, как целевые проверки. Вот как раз таки перед празднованием Нового года, перед праздниками, мы проводим целевые проверки, мест, где будут проводиться вот эти вот новогодние мероприятия. Это школы, там общественные другие, объекты. И, соответственно, опять-таки вручаем предписания, предупреждаем. Сколько часто в новогодние праздники случаются ЧП? По статистике не было таких больших ЧП. Там лет за 10-15, наверное, несколько случаев было от петарды, там под крышу залетела, там где-то елочка загорелась. Вот в таком плане. Тигран Андроникович, у меня все вопросы. Спасибо, что пришли, ответили на них. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Уважаемые телезрители, я напоминаю, у нас в гостях был первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Тигран Делибалтян. А сейчас о событиях дня. Новобранцы абхазской армии приняли военную присягу в Министерстве обороны Абхазии. Слова клятвы на верность Родине произнесли 58 новобранцев. Поздравить солдат собрались их родственники и друзья. По программе курса молодого бойца в течение 3 недель идет подготовка. По строевой подготовке, по физической подготовке, по общевоинским уставам. Весь личный состав новобранцев будет распределен по воинским частям и подразделениям Министерства обороны. Сегодня на плацу Министерства обороны будет распределено 58 человек, которые приняли военную присягу. Это такие подразделения, как артиллерийская группа, командно-разведывательный центр, 1-й и 2-й мотострелковые батальоны и военная комендатура. В этом году это не последний поток. Также продолжается призыв военнослужащих на военную действительную службу. На сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.